Усім добрый дзень, вы глядзіце на простую трансляцыю Радыё Свабода. Сёння да нас прыйшоў Віталь Юрченко. Учора стала вядома, што ён сам Мінчук, але зняўся у ролі украінца, расчараванага ў Еўрамайдане. Гэты ролик выйшаў на першым канале расійскага тэлебачання, і ў хуткім часе высветлілася, што гэта не зусім той чалавек, які насамрэч быў у кадры. Вось можам зараз паглядзець той самы ролик. На Украине очередная годовщина Майдана, на этот раз 5-я. 5 лет почти юбилей. К нему появился новый украинский народный термин. Он, как и полагается, с приставкой «евро». Евромайдан, евроинтеграция. Пока не течет даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно. Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией. И непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу. В оставшемся без тепла Кривом Роге вот уже неделю холодный бунт, и еще в нескольких городах. Снова горят покрышки. Привычная форма протеста и хоть какая-то возможность ненадолго согреться. Ведь грелись же так на Майдане, покрышками и европейской мечтой. Дым рассеялся, мечта не сбылась. Віталь, прывітанне яшчэ раз. Дзякуй, што пагадзіўся прыйсці да нас. Пачнем з самага асноўнага, як увогуле той ролик з'явіўся на Первом канале. Ці мог бы нам распавесці? Я работал аналитиком в компании, которая находит видеооператоров для телекомпаний и иных заказчиков. Происходят в мире события, у телекомпании нет своего там корреспондента, и ищут фрилансера, видеооператора профессионального, который у кого-то на месте возьмет интервью, либо снимет там последствия какого-то события. И вот таким образом от Первого канала пришел заказ на съемку, снять на Украине семью или человека, который каким-либо как-то пострадал от того, что у них нет отопления или газа, или это крайне дорого. Вот, собственно, заказ такой пришел. Компания нашла видеооператора, видеооператор нашел, кого снять на Украине, снял сюжет, все как нужно было сделал, прислал его в редакцию, в нашу компанию, и оказалось, что с ним что-то не так. Тут я сильно не разбираюсь, что-то со звуком было или с картинкой. И отправлять заказчику его было нельзя. Но это был срочный... Менавіта по технічных причинах. Да, да. Но это нужно было сделать срочно. И было принято решение попробовать снять это здесь. Все то же самое, как было снято в том сюжете из Украины. И в компании предложили сняться мне. Я был новенький. Это не оправдание, на самом деле. Я не знаю, каким образом я на это согласился. Это тихий ужас просто. Но согласился в итоге. Отсняли в чужой квартире, переодели. Все, и мы вернулись. Этот ролик, не знаю, монтировали, например. Тут я тоже сильно не разбираюсь, потому что это не моя работа была. И в момент, когда я все-таки одумался и решил, что нельзя так делать, говорю, давайте не будем, нельзя в этом мне участвовать. Это, на самом деле, это просто, я даже права никакого не имел так выступать и говорить. А его на тот момент уже отправили заказчику. И обратного хода не смогли дать. Вот, собственно, как и появился этот ролик. А здымалі яго ў іншай кватэры, а дзе? У Менску? Да.
А чому менавіта ну, ось табе прапанавалі? Так, Ну, як думаєш? Ну, может, потому что я там новенький был или не знаю даже. Я про это не задумывался. Я хотел как бы помочь компании с работой, потому что работал там. Но, конечно же, правильнее было бы и уже тогда отказаться. Но А той ролик про хлопца Кирилла Чубенку з Кривого Рогу сапраўды быў? да, я его увидел. Он есть на самом деле. Не знаю, есть ли он до сих пор, но тогда мне его показали, и ну, все видели, что его нельзя отправлять, поэтому и приняли решение такое. Но, конечно же, о нем уже все жалеют об этом решении, особенно я. А думаеш, ну, калі б ты адмовіўся, знайшлі б кого-небудзь яшчэ, і гэты ролик у любым выпадку пераздымалі б і рабілі яго падобным да таго украінскага? Не знаю, есть вероятность, но может быть и нет, потому что это нужно было срочно, и ну, это все на месте там решилось. Не знаю, может да, а может нет. А першы канал сапраўды не быў у курсе да апошняга, што да іх прыйшоў ну, сапраўды Нет. такі фейкавы. Они не были в курсе, для них это был заказ, который они сделали. То есть они думали, что получили съемку настоящую из Украины, которая была там, но не получилось. Но они об этом не знали и выпустили это в эфир. А для таго сюжэту твоя кампанія рыхтавала толькі вось гэты кавалак ці яшчэ нешта? Бо там такі на амаль на 9 хвілінаў ён вялікі. Тут я уже, ну, я не знаю. То есть я не видел полностью того сюжета, который был снят. Угу. Ці ну вось гэты ж ролик выйшаў не учора. Ну, нет, где-то недели 2 назад. Угу. І ти його бачив сам? В тот вечер, когда он вышел, мне написали несколько человек. Перед ними я как-то смог объясниться, уже не находя себе места, но я не смотрел его тогда. И посмотрел буквально на днях. Вот когда это каким-то образом скрылось дальше, я надеялся, что как-то это забудется, потому что это, честно, позор, и мне бесконечно стыдно за то, что я это сделал. Но, к сожалению, может и к счастью, это скрылось. Но я теперь, может, могу объясниться как-то. А ну, перша реакція була, коли ролик вийшов 2 тижні тому, що писали тобі? Мол, Виталик, это ты на самом деле или не ты? То есть увидели случайно по телевизору. Ну, вот такая реакция. Люди думали, что это за деньги Первого канала был снят такой фейковый ролик. Ну, и все это, то, что я вам сейчас рассказываю, я объяснял им. А сапраўды, ну, да бок, все, якби так само у всяких пытаюцца про тое, што там колькі каштаваў гэты фейк Беларусі, там, ну, колькі табе заплацілі умоўна, не умоўна, сапраўды, колькі табе заплацілі за здымкі гэтых роликаў? Вообще ничего не заплатили. Абсолютно ничего. То есть просто это было как помочь исправить форс-мажорную ситуацию. Об этом даже ну, никакой речи не шла. Угу. Ну, ты спрабаваў кіраўніцтва запэўніць, каб яго не адсылалі. Адразу ці ўжо пасля? После того, как его сняли, когда я чуть-чуть как-то отошел, переволновался или одумался, но уже было поздно. Угу. Пытанне таксама пра, ну, ці вядома пра іншыя такія пастановачныя ролики, якія, магчыма, здымаліся ў гэтай кампаніі? И снимались ли еще такие? Нет, я 4 месяца там проработал, я, может, не знаю прям всего, но о таких случаях я не в курсе. Потому что как бы все съемки плюс-минус о них известно как-то, хоть поверхностно. Все снимается абсолютно по-настоящему, и вы видите, случилась такая... То есть если не находят сюжет человека или персонажа, его просто не снимают. И видите, как-то так случилось, что решили пойти на такой шаг, и вот какие последствия, тихий ужас. Угу. А гэта кампанія з Беларусі? Ты Да. у Менску працаваў? Да. Угу. Але ты не можаш назваць... Компанию нет, не буду называть.
Угу. А ну, ці мог би просто потлумачити, якби, Чему? чому так? Ну, наверное, нет. Ну, якби, ну, а ти там ще працюєш, директор? Не, уже 2 недели, наверное, там не работаю, но это мой уход оттуда, и эта съемка не связана между собой. Угу. Ось. І ти там займався, ну, Делал для них программ, IT-анализ. ну, то бок, да гэтага роліку ніколі і пасля таго роліку, ну, вось такіх у творчых нейкіх працэсах. Нет, я в съемках там вообще никаких участий не принимал. То есть никто не принимает участие, поступает заказ, ищут исполнителя, он скидывает материал, и материал отправляют заказчику. Я в этих процессах не участвовал. Ты сам вырашыў звярнуцца да журналістаў. Чаму? Ну, потому что я, конечно же, надеялся, что это забудется и никогда не всплывет, этот стыд и позор. Но вот начало все это происходить, и после публикации российского блогера мне начали писать с угрозами в социальных сетях. И, конечно же, все это вернулось. Ну, надо было как-то исправлять ситуацию, если ее еще можно исправить, конечно. Не знаю. Угу. Ну, а яким чином, в сенсі, виправити ситуацию? Что ты имеешь на увазі? Я даже не знаю, оправданий мне каких-либо нет. Можно ли за это просить прощения? То я бесконечно прошу прощения у всех, кто это видел, потому что не имел я никаких прав об этом говорить и сниматься в этом ролике. Но почему-то не нашел в себе сил тогда сказать «нет». Вот так вот. Угу. Як, ну, ти думаєш, ну, вось на репутацію гэта моцна паўплывае? На мою? И на твою, да, и, ну, якби, что вы... Конечно, да. Кажется, уже вернуть на место это не получится. А репутацию компании, ну, это они уже сами будут решать. Это их отношения с заказчиком. В них я тоже не лезу. Ты, по-моему, казаў, што, ну, пасля таго, як справа выявілася, ты себе стаў адчуваць нават лепш, чым да таго. Можешь? И не скажу еще, что я себя чувствую лучше, точно так же плохо, но, по крайней мере, я, может, теперь имею возможность рассказать, что за это мне никто не платил денег, и это была форс-мажорная ситуация, но в любом случае, кроме себя, я никого не виню, потому что сам мог от этого и отказаться, но не сделал этого. А почему, я не могу себе сам ответить на этот вопрос. А якое ўвогуле тебе стаўленне, ну, вось да тых падзеяў, ну, вось якія, пра якія ішла гаворка ў гэтым роліку? Ну, я предпочитаю тут не высказываться, потому что это уже какая-то информационная война, что ли, и кто говорит правду и неправду, уже трудно понять. И очень стыдно и жаль, что я еще и сам стал частью этого всего действа. Угу. Ну, нам просто в коментарях пишеш, што, маўляў, ну, ці сапраўды гэта, ну, вось раскаянне не можа быць таксама фейком, маўляў, для расійскага тэлебачання было б вельмі зручна, што знайшлі, ну, вось такую зачэпку, і пасля самі сказалі, што прабачце, хлопцы, ну, такога насамрэч не было, гэта вось стрынгеры з Беларусі зрабілі для іх такі ролик. Ну, Первый канал ведь сам не был в курсе до пары дней назад. И они тоже, наверное, очень удивлены, потому что для них это был обычный рабочий процесс, так работают большинство телекомпаний. Поэтому, конечно, наверное, у них реакция абсолютно негативная, но это они это уже с компанией сами будут решать. Як, ну, вось сёння ты актыўна з журналістамі сустракаешся, ну, вось як бы ты бачыў працяг ці заканчэнне гэтай гісторыі? Я не знаю. Это получилось каким-то очень большим скандалом. И если хоть как-то можно исправить эту ситуацию, я приложу для этого все усилия, если это возможно. Потому что я очень виноватым себя чувствую.
и чувствовал, но, конечно же, хотелось, чтобы это никогда не всплыло и не вспомнилось. Но вот раз уже так случилось, то, конечно же, надо как-то объяснить свои действия. А была нейкая реакция з першага каналу на тое, што вось гэты ускрыўся на гэты фейк? Они вышли со мной на связь, попросили прокомментировать. И я им уже сегодня дал интервью. Должны показать вечером в новостях. Ага, а якого кшталту гэта было? Ну, я тоже примерно все то же самое им рассказал, как на самом деле было, что для них важный момент, все думают, что это они платят деньги за такие фейковые новости, но и даже тут я себя чувствую виноватым, потому что на них так думают, но это неправда. Надеюсь, и у них получится этот вопрос решить. Угу. А у тебя самого стаўленне пасля такой ситуации до любых матэрыялаў СМИ, до медыа ніяк не изменилася? Ну, я и так новости никакие стараюсь не читать, потому что кому там верить абсолютно непонятно. Не сказать, что сильно поменялось мое отношение. Оно такое же. Я все так же не хочу читать никакие новости. Угу. Ці нешта яшчэ б хацеў дадаць на гэты конт? Ну, да бок, не ведаю, што... Ну, сёння выйдзе на першым канале увечары, правильно? Вось, а яны, ну, не распытнуць, то бок, падрабязнасці распытвалі, яны не казалі, як будуць самі дзейнічаць, ну, вось, у такой ситуации? Ну, как, они попросили сами взять у меня интервью, у них тоже большой интерес свою репутацию очистить, потому что она запятналась, и они даже не были в курсе. И не по своей вине попали в такую ситуацию. Поэтому они тоже всеми силами стараются как-то все моменты прояснить. Угу. Яшчэ пра гэта пытанне, ну, вось у сацыяльных сетках ты як бы зрабіў свой профиль прыватным, да, и выдаліў всю информацию. Ну, начали мне вчера очень много людей писать с нехорошими словами и с угрозами, и отвечать им мне нечего, потому что по делу мне пишут на самом деле. И да, я закрыл свои профили, хотя, наверное, в этом не было особо никакого смысла, но скоро открою обратно. Угу. Ну, только у ВКонтакте пробирал свое. В Фейсбуке мне тоже писали много сообщений, но потом я понял, что это нет смысла прятаться или убегать, уже все знают, и это как-то тоже было бы неправильно. Угу. Ну, напевно, будем завершать трансляцию. Ці яшчэ нешта хотел бы додать на этот конт сам уже от тебя? Очень не стыдно. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел. Пожалуйста, это чудовищная ошибка была. Надеюсь, я в таких ситуациях больше не окажусь, и работодатель мой тоже из этого какой-то урок выучит. Что это случилась одна такая ситуация, и понадеялись непонятно на что. И вот как все всплыло. Очень. Я чувствую, что во всем виноват только я. И, наверное, так и есть. Бесконечно стыдно. Не знаю. Очень трудно. Дякую вялікі, Віталь, за тое, што прыйшоў до нас у рэдакцыю. Нагадаю, гэта была напростава трансляцыя і інтэрв'ю з Віталіем Юрчынкам. Гэта беларус, які учора, як стала вядома, трапіў у сюжэт першага каналу пра Еўрамайдан ва ўкраіне і натуральным чынам сыграў ролю украінцаў з Крывога Рогу, якія расчарваныя у Еўрамайдане.
Пасля ён сам выйшаў на сувязь з журналістамі і патлумачыў, што гэты ролик быў вымушана зроблены праз тэхнічны брак таго украінскага ролику. Ролик сапраўды існаваў украінскі, але яго не змаглі пераслаць на першы канал праз праблемы, тэхнічныя праблемы ў ім. Вось. Дзякуй вялікі, што былі з намі на сувязі. Заставайцеся на свабодзе.